Добрый вечер. У нас в гостях сегодня народный артист СССР, знаменитый кинорежиссер Болот Шамшиев. Спасибо, что пришли к нам в студию. В прошлый раз, когда мы с вами беседовали, вы затронули тему коррупции в кино. Мы сейчас боремся, вот даже отметили, что говорят про музей, говорят там про другие отрасли, где коррупция, а в кино не меньше, вы сказали, этой коррупции. Что вы имели в виду? Я имел конкретно, потому что мы же всегда стараемся как-то быть деликатными и так далее. Вот. Мы иногда пытаемся найти объяснения, оправдать какие-то там неблаговидные действия. Ну, думаю, что это временно, знаете, помутнение бывает же. Вот. Ну, мы привыкли, что сверху там видит, знает, управляет. Но уже четверть века прошло, никакого управления я не вижу. Вот наоборот, я вижу, что складывается какая-то конвертная система, которая идет по ступеньке. Так вот, можно предположить. Вот, например, мои фильмы. Угу. Вот мои фильмы, прокатные права принадлежат киностудии «Киргизфильм». Угу. Вот. И я, в соответствии с законом, как автор сценариев, я имею право на авторский гонорар, отчисления так называемые. Вот. Но в течение вот этих четверти века мои фильмы постоянно продаются на 3 года. Случайно мне в руки попал подпольный договор, заключенный одним из директоров киностудии «Киргизфильм» в Казахстане, в общем, вот, где мои фильмы, в частности, там «Волчья яма», которая принесла больше 100 миллионов долларов прибыли, он был продан за $300. Ну, сами понимаете. Право на прокат. Ну, сами понимаете, что она не $300 стоит, и, наверное, какие-то органы должны были бы заинтересоваться этим. Вот. Ведь этот договор же не просто так появился, он уже в течение 25 лет он же все время фигурирует где-то, как-то, каким-то образом проходит. И на это абсолютно не обращается внимания, потому что, видимо, приходит тот или иной проверяющий, и ему в кармашек кладут конвертик там, и так далее. Вот. Или, значит, на кино давали 5 миллионов сомов при Аскаре Акаевиче Акаеве. А когда пришло новое правительство, стали давать, вначале 44 миллиона дали в первом году, в 2006 году, а в 2007 году уже стали давать половину, 22 миллиона. Потом в 2010 году дали сразу же 40 миллионов, потом еще добавили 40 миллионов на Курманджан, то есть отдельная, целевая, так называемая. Потом дали на Шабдан Батыра дали 20 миллионов. Ни сценария, ни фильма, ничего нету. Куда эти деньги пропали? В общем, ну, естественно, задается вопрос. Я, естественно, задаю вопрос. Если на Курманджан-Натка дали, например, господину Шерниязову, вот, то, наверное, я тоже имею какое-то право получить из бюджета ассигнования, тем более очень важная патриотическая, военно-патриотическая тема, например, Ходжамкула и так далее. Ну, почему-то меня постоянно и так далее. Может, от того, что Шамшиев не делится? Может, в этом? Мне один человек прямо сказал: Шамшиев, ты не делишься, поэтому... Но я извиняюсь, я в советское время, там тоже ко мне подходили и говорили: возьми вот этого ребенка снимать, мы тебе заплатим деньги. Но мне тогда в голову даже не приходило продавать свое искусство. А один из современных наших режиссеров, которые вот захватили власть в киргизском кино, значит, он очень крупное произведение и главный герой. Я говорю, это ужасно, это какой-то у тебя, что за герой, откуда ты его взял? Это же не артист, он больше похож на шашлычника. Он говорит, да, он шашлычник. Я говорю, зачем ты взял шашлычник? Так он мне деньги заплатил. Он мне деньги заплатил, поэтому я взял на главную роль. То есть не критерии отбора на роль
не потому, что он подходит как артист, как там кто-то, а просто потому, что человек заплатил. Значит, это аукцион получается. Кто больше заплатит, тот и получит главную роль. Понимаете, ну, это ни в какие ворота не лезет. Это невозможно. Это нельзя делать. То есть должно быть управление определенной отраслью, это же государственное учреждение. Значит, должно. И здесь мы придем к тому, что в течение 27 лет существования независимого Кыргызстана у нас напрочь отсутствует идеология. Идеология не в смысле как политическая там тут, а речь идет о том, что такое государство, ради чего оно, как должно развиваться общество и так далее. Есть ли какие-то вообще понятия, что такое хорошо, что такое плохо у этого общества? Это же невозможно, чтобы это просто так кинуть, и каждый сам как хочет делает и так далее. Это называется одним словом бардак. Понимаете? И вот в условиях этого бардака, и мы думаем, что все дело в коррупции. Нет. Коррупция возможна только в том обществе, которое живет без руля и ветрил. Потому что у нас, у общества, у кыргызской элиты, а у нас где эта элита? Вот. У этой элиты нет представления, что за государство кыргызское должно быть, чем оно должно, понимаете, руководствоваться, куда должно идти и так далее, и так далее. Вот, и что, я пытаюсь, как кинохудожник, пытаюсь на это дело ответить. Дело в том, что мои письменные работы – это одно, а кино – это другое. Дело в том, что всегда киносценарий – это полуфабрикат. Всегда имеется в виду, что придет актер, он будет играть то, что если, например, у нас, мы все, это общеизвестно, например, чтобы выразить мысль, это может сделать писатель. Чтобы выразить настроение, это может сделать только композитор, музыка, настроение. Формы, цвет, краски, объемы, это может сделать художник. И только артист может сыграть чувства. Это невозможно передать на бумаге или что-то. Это только артист может изобретить это чувство. Почему театр вечен? Потому что достаточно человек выйдет на базарную площадь, вот, например, Comedy Club или КВН, там же ничего нет. Просто вышли там 2-3 ребят и начинают говорить. И нам интересно. Вот что такое, значит, театр. Так вот, чтобы это все это передать, нужен кинематограф, понимаете? Чтобы рассказать, что творится вокруг нас. То есть кинематограф – это достижение цивилизованного общества. И если мы в Киргизской, Советской, Социалистической Республике имели кинематограф, пусть даже не полностью оформленный, потому что у нас не было материально-технической базы, но творческие, как художники, у нас были замечательные режиссеры, замечательные операторы, художники, замечательные артисты были. Замечательно, один Айтматов чего стоил, понимаете? Мы имели, и это потеряли. Мы должны были это беречь, вот это, знаете, как великую ценность ее сохранять. А мы это так выбросили, как, между прочим, я не знаю, что. Это надо быть полным идиотом, чтобы вот так поступить с завоеванием, которое было сделано за 73 года существования советской Киргизии. Ведь за советской Киргизией же не просто какие-то марсиане стоят, а конкретные люди, которые жили, работали, старались и так далее. Я вот, работая над своим романом, я помню, я поднял все стенограммы 48-го года, а 49-го года все стенограммы бюро ЦК. Я вообще потрясен. В архивах вы сидели, да? Ну, я поднял весь архив, все стенограммы, я увидел, как люди работали до 12 часов ночи. Это были по-настоящему трудяги. Как угодно мы можем ругать, там, оскорблять, коммуняги там, или еще чего-то и так далее, но это люди работали. А сейчас пришли бездельники
и ничего не хотят делать вообще. Только жрать, брать, пить, рвать. Вот так вот. Я извиняюсь, в общем, но давайте честно смотреть в глаза и говорить, в общем. 27 лет прошло, а мы топчемся на месте. В общем. И мы не отвечаем за то, что делаем. В общем. Ну, это же безобразие, что с историческим музеем, с киностудией и так далее. Я разговаривал с одним человеком из правоохранительных органов. У него, знаете, застыло выражение на лице. Я говорю, а в чем дело? Да. Он говорит, ну если это у вас так творится, вы поймите, мы же ведь вас не трогаем, мы к вам не ходим, потому что верим в вас, Да. творческих людей, что вы другой категории, выше, чем вот эти обыватели, эти рвачи, которые готовы подметы рвать. А? Базаркомы. Да, который рвет подметки на ходу, что вы выше этого. И вдруг, пожалуйста, жутко мне было неприятно читать насчет из-за музея, в общем, что из фонда пропадают оригиналы. В общем. Да. Это ужасно. Из этого имени Айтиева, из музея. Да, изобретение. Из библиотеки тоже потеряны. О библиотеке я давно это слышал, что там все книги, самые более-менее ценные, все разворовали. 16 века были книги «Апостол» и «Библия». Тоже 16 века утеряны. В то время был министром, по-моему, Ибрагим Джунусов. Он обещал клятвенно, что найдем, вернем. Но уже сколько прошло, по-моему, 7-8 лет. Но я в соцсетях прочитал, что вот эту мумию, которую закопали обратно, а оказывается, это просто хитрый ход, потому что какой-то там бизнесмен пообещал 500 000 евро за эту мумию, и чтобы ее продать, ее закопали. Ну, в смысле, может, якобы закопали, якобы закопали, а так отдали ему. Потому что никому в голову не придет прийти и сказать, выкопайте обратно эту мумию. Вот. Да, вот почему бы ее, если она там закопана, почему бы власть сменилась, снова выкопать и снова в музей вернуть? Бывший министр мне говорит, Павел Ильич, она 50 лет лежала в музее, никому не нужна была. И вдруг она всем стала нужна. Я ему говорю, дорогой друг, по твоей логике, давай Лувр закроем, давай Эрмитаж закроем, Британский музей закроем. Ты знаешь, честно, я в любую страну, новую страну, если приезжаю, первым делом иду в исторический музей. Только через исторический музей я могу узнать, что за страна, что за народ, какая история, что там то-то и так далее. Поэтому это исторический музей в самом центре города. Туда надо водить человека уже с детского ясельного возраста надо водить, чтобы люди знали, что они, где они живут, чего они... Я, например, в Чолпан-Ата, вот местный музей, городской музей, каждое лето, когда я приезжаю, обязательно туда захожу. Вот спросите у работников музея. Они скажут, да, Шамшиев каждый год приходит. Почему? Потому что я все время стараюсь узнать, а вдруг новый экспонат появился. Вот это первое. Второе, у меня когда бывают гости, я их стараюсь вести в этот музей. То есть музеи, вся культурная, это, все это нужно, потому что цивилизация – это же величайшее достижение человечества. Иначе мы превратимся в дикарей. Это правильно. Без цивилизации. И вообще, если, вот, честно говоря, у меня первая надежда проснулась только тогда, когда вот по поводу уранового месторождения люди проснулись и вышли. Понимаете? Я не ходок, у меня ноги не так уж хорошо ходят и так далее. Потом я каждую минуту, каждый час берегу для того, чтобы сидеть писать. Потому что то, что я могу сделать, ну, не каждый может это сделать, понимаете? Мемуары писать, каждый может писать мемуары. Хотя я уверен, те, которые пишут мемуары, они обязательно наврут еще что-нибудь такое. Вот. Я художественно излагаю эпоху, время и так далее. Знаете,
когда я был молодой, много было пожилых людей, которые ко мне обращались. Вот, и говорили: ай, Бакенчик, монукчу, вот это там то-то и так далее. Они старались передать. Я потом понял, они старались во мне вложить, зная, что уже они не могут никому другому передать. А что я вот это как-то каким-то образом передам через экран, или вот сейчас вот мне не дают снимать, тогда я буду через книгу это передавать. Вот когда в Ираке война началась, американские войска, там, ну, коалиция была, разворовали Национальный музей. Да. Очень Кадры показывали. Там же какие воруют. были экспонаты там шумерского времени. Конечно. Так вот, говорят, что это было спланировано заранее. Многие частные коллекционеры, которые знали, где что в этом музее есть, они уже с конкретным заданием люди туда пошли. И когда началась война, вот эти все скидывали Вполне возможно. статуи Почему? Саддама Потому что Хусейна. Я, например, свидетель 2 революций, и 2005 года, и 2010 года. Вот. И я видел, как организованно грабили магазины, грабили частные дома. Вот. И я думаю, все это показано было по телевидению. Например, камера стояла час, два, три, и показывали, как грабят чей-то дом. В общем. Вот. Знаете, жительница одного дома возле Бета-Сторис, она стояла на балконе и видела, наблюдала все, как начинался ограбление Бета-Сториса. И она видела, как приезжали грузовики. Люди были с сотовыми телефонами и так далее. То есть они знали, где чего брать и так далее. То есть все это запланировано было заранее. А в Белом доме, когда происходила революция, захваты, определенные люди снимали жесткие диски с компьютеров и тихо под шумок унесли. Конечно, конечно. Я думаю, что это люди знали. Прокуратура дважды горела. Причем в кадре были кое-какие люди, мне знакомые, которые бегали с канистрами еще. Вот. А потом они ходят депутатами, выходят на экран, начинают что-то говорить. Это поджигатели, это натуральные переворотчики. Никакой революции не было еще. И вот когда мы выберемся из вот этого, как вы назвали вот в прошлой передаче, из этого болота, когда не развиваемся, а вот друг против друга плетем интриги, и что нужно для того, чтобы это прекратить? Я вижу только одну беду. Эта беда – это атавизм. Атавизм колониального сознания. В течение 150 лет в наши головы вбили вот это так понятие. Вот. Мы же никогда не отвечали за себя. Мы были приказчиками, исполнявшими чужую волю. Мы все время выслуживались перед кем-то. Вначале перед колониальной администрацией, а Туркестанский край – это была особая зона, военная зона. Не было здесь гражданских начальников, были все военные начальники. Вот. И мы им подчинялись. А потом пришла большевики, которые вынуждены были использовать старые царские кадры, царскую систему и так далее. Конечно, Сталин, великий реформатор, Сталин создал совершенно новую страну, новый там то-то и так далее, но он не мог быть полностью совершенно новым. Вот. Трагедия, драма Сталина заключается в том, что он пытался создать химеру, он пытался сохранить Российскую империю. Этот человек был русским больше чем сами русские. И русские его убили. Вот. Ну, это они все сами сейчас признают это. Вина Сталина, что он был грузин. Был бы русский, может, его сохранили жизнь. Его бы положили торжественно в гроб, положили в мавзолей, они его вытащили, над ним глумились. Почему? Потому что Сталин это был полный альтруист. Это человек бескорыстный. То есть у него остались только шинели, его там пара ботинок и так далее. Ни одного же швейцарского счета, там никаких миллиардов он не воровал.
А они хотели жить, жрать, пить и так далее, и так далее. Он Куршавель, там олигарх возит, там 25 проституток, потом удивляется, почему французская полиция их выгнала из Куршавеля. Мы же приехали с деньгами, раз мы вам платим, то вы, пожалуйста, нас принимаете. Это вот такое вот ублюдочное сознание, понимаете, что вот, а если у тебя есть деньги, тебе позволено все. А французы сказали, извините, есть еще нормы культурного поведения, даже если у тебя деньги есть. Да хоть ты трижды будь олигархом, но выполняй то, что должен делать цивилизованный человек. Но вот все-таки вы говорите, Сталин альтруист. Столько смертей все-таки было. Да. Он Репрессии. пошел на большую кровь, которая была запланирована Белой гвардией. Когда? Вообще нет Когда? отречения царя. Николай II не отрекался, а его заставили отречься. Это была чистая военная хунта. Русская военная хунта устроила военный переворот во главе с начальником штаба, генерального штаба Алексеевым. Потом история показала, что ни один русский генерал не способен был ни Колчак, ни Деникин, ни Лавр Корнилов, никто не смог повести за собой Россию. Это все были болтуны, это было самое страшное реакционное, это и так далее. Вообще нужно одну запомнить, трагедия России – это ее сословность. Россия делилась в так называемое высшее дворянство, потом шло духовенство, потом третий слой купечества, четвертое мещанство, и пятое инородцы, эти косомордые монголы, это выражение Астафьева, которые не имели права на какую-то жизнь. Но постепенно поднимали, например, часть башкиров были приняты во дворянство, грузины были приняты во дворянство. Вот. И часть казахской аристократии тоже их как-то приближали. Ну, российская колониальная власть понимала, что им нужно руководить этими народами. А вот киргизы, они не были приняты. Мало того, что Чакан Валиханов сказал, что это черные киргизы вообще, дикокаменные, кара, черные киргизы и так далее. Ну, он не любил киргизов из-за того, что Кенес Архасымов, он потерпел поражение от 4 киргизских манапов. Вот, Ормона, Джантая, Каная и Джангарачи. Вот. Поэтому... Вот, кроме того, он же был разведчиком, Чакан Валиханов. Ну, разведчиком был, это вообще трагическая фигура. 27 лет погибает, потому что есть версия, что его отравили вообще. Да. Потому что когда он увидел, когда должны брать были Ташкент, он понял, что он служит совершенно не той власти, что он будет проклят своим собственным народом вообще за тот колониализм, который несла царская власть. Вот. Надо говорить фактами. Вот. Царизм как система, она абсолютно выжила себя. Она была реакционная, черносотенная и так далее. Сами посудите. Многие же ведь не врубаются. Как это князь Юсупов, это рафинированный аристократ, берет револьвер в руку, чтобы стрелять Распутина. Идет на прямое убийство, уголовщину идет. Это князь Юсупов. Ну, настолько все это было, так, грубо говоря, надоело? Нет, все прогнило. Прогнило. Вы поймите, вот основная масса дворянства – это офицерство. Вот это дворянство, офицерство. Ну, Гончаров написал, там, Обломов. Джамбаштаб Джат Самсон, да, Обломовщина. Да. Я лежу и ничего не хочу делать. Среди них был один нормальный человек. Среди аристократов, русских аристократов, это был Лев Николаевич Толстой, который написал «Казаки», где он извиняется за русский колониализм. Понимаете, там очень смешная. Это в учебниках же для школы, и там сноска идет.
где пытается Министерство образования Российской Федерации объяснить, почему так плохо отзывается о русских Лев Николаевич Толстой. Что это вот так-то, так-то, там и так далее. Я не буду сейчас это рассказывать. Но Толстой написал знаменитый этого Хаджи Мурат? Хаджи Мурат. Ведь Хаджи Мурат и Чаурели хотел снимать, и Шенгелая хотел снимать, и Гея Данели мне лично говорил, что он хотел. Расул Гамзатов брался за сценарий. Хаджи Мурат – это красивейшая вещь, потрясающая вещь. Я когда прочитал впервые Хаджи Мурата, еще в институте, я где-то дня 3 ходил под впечатлением. Я ничего не хотел читать, не хотел видеть, даже телевизор не смотрел и так далее, под впечатлением Хаджи Мурата. Там, когда он идет, и в промежутке в открытом окне соловьи поют. Потрясающе. То есть это такая красивейшая литература. Так вот, Льва Николаевича Толстого за то, что это был честный человек, который был настоящий русский. Настоящий русский. Вот слово «русопят», я же не знал, что такое русопят. Я однажды в Москве спросил, объясните, что за словечко это русопят? А это, оказывается, русский от головы до пят. Русопят. Вот этот Лев Николаевич Толстой, который подпоясался веревкой, ходил босиком, значит, учил крестьянских ребятишек, граф, понимаете ли. Его ненавидела русская аристократия за его демократичность, за то, что он, за его народничество, что он хочет опуститься до крестьян. И только вот эта разночинная интеллигенция, это мещанская, из вот этой прослойки вышли все народовольцы, которые бомбы начали бросать, они же. И в этом обвиняли Толстого, поэтому предали анафеме его, церковь предала анафеме. И где умер Толстой? На станции где-то железнодорожной. Остапина или Астахова, я уже сейчас могу наврать, вот, но он умер в пути, как странник, который пытался покаяться за эту власть, за Романовщину, за эту царскую карательную систему, которая уничтожала народы и так далее. И так далее. Они с Махатмой Ганди переписывались. Да, ну, дело в том, что, конечно, Ганди еще молодой был непротивление злу, вот корни, я, например, Толстого нашел в Махабхарате. Да, там, где братья Пандавы и братья Ючухитры, я тоже могу сейчас исказить на память имена Дьотхана там и так далее. То есть Дьотхана, который идет на преступление, то есть власть, она толкает на безнравственность, и он пытается потом как-то покаяться, у него этого не получается и так далее. И это вот породило у Толстого через буддизм о непротивлении злу. То есть, когда ты отвечаешь злом на зло, ты порождаешь третье зло. Да. И 10-е, это оно вырастает в геометрической прогрессии. Как быть? Дело в том, что киргизы по своей ментальности, по своему киргизскому характеру, они напрочь отказались от проявления агрессии. Потому что стоит юрта, на 50 или 100 километров никого нету, ни одной живой души. Потом приезжает какой-то человек, входит в эту юрту. Киргиз не имел права спросить, кто ты, откуда, зачем. Он должен был его напоить, накормить. И когда человек уже отдохнувший, спросить, и хайдан келетасың, қайсы елден, атаң, енең и так далее, понимаете? И человек хотел сказать это. Вот интересная этнографическая наука. Да. Вот этот обычай гостеприимства киргизского, знаешь, как называется? По науке этнографической. Это, оказывается, называется примирение с врага. Примирение с врагом. То есть заранее задобрить врага.
Если он твой соль, хлеб поел, он уже тебе не сделает что-то вредно твое. И вообще был обычай такой. Знаменитая есть работа китайского чиновника, которая называется Менда Бейлу. Это эпоха Тан, династии Тан. Он поехал, Мен – это монголы, Да – это татары. И вот этот чиновник поехал туда, и запись. И вот это она в историографической науке, и он пишет о том, что мены, то есть монголы и татары, они очень любят, когда человек напивается. Вот они усердно поят своих гостей, и если он напивается, то это означает, что он доверяет своим хозяевам. А что такое доверить своим хозяевам? Значит, ты веришь в них, что напоив тебя, они не убьют. И вот этот китайский чиновник пишет, что в юрте кочевник не имел права у себя убивать. Гостя не имел права убивать. И один из каких-то там монгольских царевичей устроил, значит, внутреннюю разборку, значит, яму выкопал в юрте и прикрыл это кошмой. И когда входили его враги, которых он пригласил в гости, они падали в эту яму, и он их добивал там. И вот это вызвало массовый протест у монголов и у татаров. Об этом пишет, значит, этот монгольский чиновник. И это, кстати, между прочим, тоже у киргизов осталось. Киргиз тоже старается напоить своего гостя и тем самым посмотреть, а какой он пьяный. Понимаете? Вот. Нам говорят, уже время наше вышло, 30 минут, которые отведены. Спасибо большое. Нам надо, наверное, про жизнь вот эту, или за жизнь, как сказать, побольше встречаться и Ну, конечно. говорить. Дело в том, что мы должны все-таки определиться, кто мы и куда идем. Да. Вот. И президент республики, потом Джорху Кенеш, вот, наше правительство, оно должно ориентироваться на какие-то национальные ценности. Пока не будет этих национальных ценностей, не будет каких-то святых, ну, как сказать, методов, ориентиров, без этого нельзя. Мы должны табуировать. Вот это можно, этого нельзя. Иначе мы уже не народ, мы никакого отношения к цивилизации не имеем. Понимаете? То есть мы должны определенно чему-то учить и так далее. Вот. Я должен сказать, что вот эта наша политическая жизнь, политическая система, что можно и что нельзя, должна определить так называемые жрецы. Кто такие жрецы сегодня? Это академики. Вот меня пригласили в Америку на конференцию по Айтматову. И что интересно, в зале было там 2-3, 5 человек. Я еще удивился. Выступил из Кембриджа, выступил из Ельского, выступил из Колумбийского, выступил из Калифорнийского, выступил из Института Гарримана и так далее, и так далее. И я понял, что в данный момент не обязательно иметь какую-то толпу в зале. Они выступают, потому что это уже буклетом, научной статьей, она пойдет и ляжет в правительство, Конгресс, в каждый институт и так далее, и так далее. Понимаете? Да. То есть академическая среда Америки вырабатывает основные постулаты, а уже и по этим постулатам действует и президент, и Конгресс, и Верховный суд, и полиция, и так далее, и так далее. Государственные институты работают в соответствии вот с теми мозгами, которые работают и говорят, что такое хорошо и что такое плохо. Кроха-сын пришел к отцу и спросил Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Кто это должен говорить? Надо прислушиваться к умным людям. А не потому, что если человек пришел, там, стал президентом или премьер-министром, это значит, что он уже все закон всему. Ну, нам говорят, уже наше время вышло. Да. Спасибо вам большое. У нас в гостях был кинорежиссер, писатель, народный артист СССР Болот
Шамшиев. Спасибо вам. До свидания. Спасибо вам.